На том же семинаре в Казани мы слушали очень интересный доклад Ахмета Аминовича Ярлыкапова. Он сравнивал стратегии в этнических социальных сетях татарских и ногайских. Дело в том, что это вот наиболее чистый пример. Астраханская область – это не республика, это область, то есть там не было вот такой акцентации на переписи, там много народу живет. И у ногайцев, которые проживают, являются коренными жителями Астраханской области, у них не было никакого вообще административного ресурса. Потому что если в случае с Башкортостаном можно обвинять в том, что такой ресурс есть, в случае с Татарстаном, конечно, он есть, вот, то в Астрахани никакого. И наоборот, довольно значительный, хоть, конечно, и тоже не абсолютный, это все-таки не территория Татарстана, ресурс у у Татарстана там был. Тем не менее, результаты оказались просто разгромными для так сказать, татарских националистов. Потому что количество ногайцев выросло значительно. Это вот в таблице это есть. Вот. Но здесь просто в наиболее чистом виде видно, как если люди применяют правильную стратегию, правильную модель, они выигрывают. Если применяют неправильную, они проигрывают, хотя, казалось бы, ресурсы несопоставимы. У проигравших намного больше. То же самое в Башкортостане. Пересказывать я не буду, но я полностью согласен с коллегой и могу дополнить с нашим примером, уже примером Башкортостана, в чем была неверная стратегия. Я считаю, первое, это попытка вообще отрицать неугодные тебе идентичности. То есть пропаганда строилась на том, что вот в Астрахани ногайцев нет. Есть астраханские татары. Это неправда. И поскольку это неправда, то это наоборот заставило ногайцев сплотиться. Это вызывает этническую мобилизацию обратную. В Башкортостане произошло то же самое. Разница только в том, что сюда, в Башкортостан, еще вообще не может зайти татарстанский административный ресурс. Есть свой административный ресурс. Вот. Он от этого надежно защищает. Сами жители, если они слышат, что нет никаких башкир на северо-западе Башкортостана, это при том, что даже аномальная перепись 1989 года их там зафиксировала, просто их количество резко упало. Помните, я про это рассказывал, что это вызвало, там, в свою очередь, ответную этническую мобилизацию и результаты переписи 2002 года, ну и так далее, так далее. Да? В любом случае, это вызвало, наоборот, этническую мобилизацию как раз башкир северо-запада. Когда начинают, вот я сам этому свидетель, начинают отрицать очевидные уже даже для науки вещи. Например, существование северо-западного диалекта башкирского языка, который признан языковедами и в Башкортостане, и в Москве. Ну, везде он признан, кроме Казани. Причем никто же не говорит, что в Казани нужно запретить такую точку зрения. Нет, это нормальное наука явление, когда какая-то школа противоречит основной школе. Ну, казанская всем противоречит. Ну и что? У коллег так. Вот. Но нет, вся пропаганда была построена именно на том, что наша школа единственно верная. Результат я этого видел в Казани. Уже сама политизация, она, я же говорю, была там очень масштабной. Вы помните все эти этим занимался, например, и татарский мир, и Татмедиа, и вот я уже упоминал проекты «Миллиард татар», например, да? Вот, вице-премьер Шайхразеев лично курировал эти процессы прямо на публику, по сути, когда каждое культурное мероприятие превращалось именно в пропаганду. Перепись будет преподносится как фальсифицированная, неправильная и так далее. А это достаточно сложно будет доказать. Смотрите, по самим республикам, по Башкортостану, Татарстану, вот именно вот эти две республики выделяются тем, что там все получилось не так печально для населяющих ее народов, скажем так, да? Потому что ситуация была под контролем. На западе Башкортостана есть татары. Ну, конечно же, они есть.
И никто не должен отрицать и не отрицает, что там есть башкиры. Когда попытались этого отрицать, получили вот это. Более того, еще один такой частный момент – это сам тон пропаганды. В Казани планка была уронена ниже плинтуса. Там все вот эти передачи, там Ильдар Гарифуллин, Ильнур Ерхамов, там, вот с Измайловым, там, так далее, так далее. Аминов, говорящий глава канадского Кремля, позволял себе оскорблять людей в прямом эфире. И смотри, к чему это привело. В отличие от башкир, башкирский национальный проект, он в основном сосредоточен весь в Башкирии. Башкирии и в нескольких еще анклавах, которые, так получилось, что они в состав Башкортостана не вошли, но это земли, где башкиры являются коренным населением. Это вот Аргаяс с Кунашаком в Челябинске, да? Это значит, анклав в Оренбургской области, Гайна, бардымские башкиры в Перми. Вот. Ну и в меньшей степени они уже в общем-то забетонированы почти в татарский массив, это вот Менделеевский, да? Но вот это как бы он все-таки локальный. Татарский проект, он с очень сильным элементом диаспорности. Он по всей России. И теперь смотрите, если ведется пропаганда, что число татар имеет значение, уж, наверное, их нужно показывать современными, продвинутыми и так далее. В принципе, это тоже делалось. Причем для этого достаточно оснований, потому что, посмотрите, как действительно выросла Казань. Ну, прекрасный, отлично современный город. Да? Вот, у него действительно есть большие успехи. Но тот же самый миллиард татар, тот же самый там Татметия и так далее, там татары мира, другие проекты, они везде акцентировались в течение всей переписи на чем? На борьбе с таинственными миссионерами из башкир. Они вот так говорили. Башкирский фронт, Ногайский фронт, Сибирский фронт. Ну что это такое? Ну какие фронты? Ну вот, пожалуйста, вот и довоевались. Открыли везде фронты, получили везде фронты. Ну, и вот, хотя это перепись, какие тут фронты могут быть. Начнитесь, люди. Вот. И смотрите, что получилось в результате. В результате получилось, что везде они получили ответную мобилизацию со всех сторон. Вот. И причем самое главное, дело в том, что большинство людей, которые живут вне Татарстана, в Москве, в Питере и так далее, да, вот, которые не записались татарами, они же находятся не в татарской среде, они находятся и живут вовсе не националистическими и даже, возможно, не национальными интересами. И вот такие люди читают вот такие материалы, и вместо того, чтобы видеть, поднимать какие-то проблемы, которые волнуют современную молодежь, продвинутую молодежь, вместо этого они читают одни сплошные националистические мемы и постоянно вот эти холивары с башкирами. То есть получается, что татары это не передовая нация, стремящаяся к миру, а это вот, значит, быть татарами означает вот спорить там с башкирами постоянно, чисто провинциальные споры какие-то вести за процент людей где-нибудь там в Ктанышском, в Татарстане или там в Янаульском, в Башкортостане районах. Сами понимаете, что это не та позиция, которая понравится молодежи, не та позиция, которая понравится урбанизированным людям. А ведь татары это очень урбанизированный народ. Очень урбанизированный. Башкиры менее урбанизированные. Но у башкир сейчас тоже они перешли определенный порог урбанизации. Сейчас в Башкортостане башкир-горожан больше, чем башкир деревенских. Это совершенно новая для них ситуация, для башкир. И вот здесь, во время переписи, я считаю, УБУФА сработала грамотно, потому что она обратилась именно к разуму, можно сказать, всех башкир, в том числе их урбанизированной части. Вот. Все мероприятия, которые проводились, они проводились именно в таком новом ключе. Причем они проводились не агрессивно, беззлобно, там, вот, не устраивали вот таких агрессивных выпадов. Все выпады шли оттуда. Вот. Причем выпады действительно, вот, помните, безобразные. И люди просто видели, что получается, что те, кто ратует за татар, за число татар имеет значение, это люди, которые могут оскорбить женщину, которые могут оскорбить старика, аксакала, да, заявить, что вот такой-то, такой-то активист, такой-то плохой, предатель татарского народа, еще что-нибудь. Оскорбили ногайскую просветительницу, очень уважаемую женщину в летах.
Ну как вот до такого докатиться можно было? И вы сами понимаете, это только отвращение создавало. Вот. В Башкортостане же, как видите, пошли другим путем и соответственно, получили, в общем-то, другие результаты.